А Никон у меня появилась подружка-индианка. У нее на лбу портак, а я думал обманка. Ее звали Ханка, и мы хорошо с ней заобщались. Она кайфушая еще, да, мы вместе тусовались. У нее в общаге метровый кальян. Она мне предлагала ей желание, братан. Мы курили, угорали вместе с ней. И она смеялась от дури, а я смеялся над ней. Все было хорошо, и мы друг друга полюбили. Я подумал, пришло время для постели. Я снял квартиру, взял коньяка на вау, накрыл стол. Она сказала, вау, мы выпили с ней. Она напилась, как обезьянка. Я говорю, пойдем в спальню, Ханка. Ляжем и никому не скажем. А она погнала и всю ночь песни распевала. Короче, у Матвея ничего не получилось, и на следующий день все заметно изменилось. Она стала реже мне звонить, опять с индусами гулять, перестала кайфовать, рано ложиться спать, на смс не отвечает, звоню, сбрасывает. К ней пришел на состязание, на выход показывает. Я говорю, в чем дело, я забыл про тот инцидент. Она говорит, нет, Кет, в тот момент мне было совсем не по себе. Я твой друг, Ханка, я привык к тебе. Она говорит, уходи, дорогой, мы не можем быть вместе с собой. И я больше к ней не звонил, не приходил. Короче, забыл, разлюбил. И в один прекрасный вечерок возле дома слышу пьяный голосок. Я выбежал на улицу, Ханка, как дела? Она пьяная пела и танцевала. Я проводил ее в общагу, а она легла спать. На следующий день приходит ко мне опять. Милый, ты должен знать, меня зовут не Ханка, я вовсе не с Индии, не индианка, я с Чимкента. Просто парень шифрует, он хочет меня украсть. Вот в Алмате тусуюсь, а я подозревал, но не понимал. Ты говоришь, щит или щищин, не расшифровал. А как тебя зовут? Макпал. Прощай, Макпал. И я пошел домой, расстроенный, обманутый, в непонятную историю втянутый. Она кричит, милый, нет, поехали со мной в Чимкент.